Призраки и фантомы уже давно стали привычным туристическим атрибутом в Европе. Путешественники охотно посещают именно те старинные замки, где есть истории о привидениях. На Ударе замков нет, но таинственного хватает. В каждом селе и деревне есть свои легенды и предания. В окрестностях ударских деревень ходит легенда о белом привидении. Мы решили отправиться в деревню Макарыб. Именно здесь, по словам местных жителей, уже много веков бродит белое привидение молодой красивой женщины Мича Ичмонь. Мича Ичмонь приходит к охотникам и живет рядом в качестве знакомой или родственницы. Появляется и пропадает она всегда неожиданно. Это предание передается на Ударе из уст в уста. И мало кто из местных жителей решится утверждать, что это неправда. Появлению привидения в наших местах предшествовал случай, про который рассказывает легенда. Давным-давно, когда сюда пришли православные миссионеры, языческая чудь, чтобы не принимать новую веру, стала уходить через леса и реки на северо-восток. Но не все смогли покинуть родные места. Одна прекрасная чудинка предпочла изгнанию добровольную смерть. Она повесилась на березе. И вот уже много веков ее призрак бродит там, где жила легендарная чудь. Анатолий Алексеевич – местный житель. Он охотно согласился показать нам те места, где по легенде жила чудь. Сначала мы переправились на противоположный берег реки. Потом около километра шли пешком по лесу. Белое привидение нам так и не встретилось. Вот здесь они жили, вот в этих углублениях-землянках. Видите? Вот здесь, я думаю, жили всего 3-4 семьи. Здесь больше. Чуть селилась далеко от реки, потому что проплывавшие мимо разбойники часто грабили этот народ. Таких углублений у нас в районе много. Река – одно из самых удивительных, привлекательных и необходимых людям творений природы. Почти все поселения возникали на берегах рек. Человек издавна использовал реки для своих нужд. Реки давали воду, рыбу, служили путями сообщения. На Ударе тоже почти все населенные пункты находятся около воды. Впервые, по исследованиям ученых, в этих местах, в Макарыбе, поселился когда-то человек по имени Макар. По его имени и возникло название деревни. Коми слово «ыб», означающее «приволье», «простор», в названиях здешних населенных пунктов вошло не случайно. Места здесь действительно раздольные. Первые поселенцы выбрали это место не только из-за красот, но из-за богатой рыбой реки. Да, было Макорка. Было, как-то говорят, приехали в эти места русские путешественники и спрашивают: «Как живете, макарыбские?» А местные отвечают: «Плохо. А почему?» «Мороз хлеб побивает, есть нечего, одной семгой перебиваемся». Ударский район расположен на северо-западе Коми, в бассейнах рек Мизень и Вашка, которые имеют 140 притоков. Мизень считается самой чистой магистральной рекой Европы. Ее длина 577 километров. В районе около 200 озер, в том числе десятки уникальных, глубоких, имеющих карстовую природу образования. На берегах нет ни одного промышленного предприятия. Наверное, поэтому все водные ресурсы района экологически безупречные. А макарыбские утверждают, что чай из мизенской воды обладает особым вкусом. Но больше всего удивляет, что местные жители воду из Мизени употребляют и без кипячения. В республике и по всей России рек таких крайне мало. Что самое главное для человека? Вода. Мы здесь воду пьем прямо из речки. Вот в этом году оборудование наладил, поставил насос. Качаем воду прямо из Мизени. Летом, к тому же, огороды поливать нужно. Зимой воды поменьше требуется. Игнатий Букин в Макарыбе поселился недавно.
Несколько лет назад на берегу Мизени он построил дом. Отсюда, по его словам, и вверх, и вниз по течению открывается прекрасный вид. Меним, например, Мекари Ногеровна, вот это деревня как раз. Я в городе жить не могу. Здесь, конечно, и комары, и мошки бывают. Но, наверное, ко всему привыкаешь и даже не замечаешь. Поэтому и живу здесь. Игнатий Федорович на реке с малых лет. Поэтому о рыбе и рыбалке он знает все. Когда, как и на что можно поймать. Реки и озера на Ударе богаты семгой, сигом, пелезью, хариусом, ельцом. Всего около 20 видов рыб обитают в местных водах. Но больше всего нас удивило, что кроме ценных пород рыбы, местным деликатесом считается мелкая рыба-голец. Здесь ее называют щедьос, что в переводе на русский означает «черный малек». Этой рыбе приписывают невероятные свойства. Это чем черви. Есть таблица Менделеева. Ну вот, это голец. Рыбинспекция эту рыбу называет сорной рыбой. Но есть ее сейчас невозможно, она горькая. Если почистить, конечно, можно съесть. Но обычно осенью или весной после вылова эту рыбу мы не потрошим. В этом весь смак. Она имеет особый, ни на что не похожий вкус. Трудно объяснить, это нужно попробовать. Кто-то из наших отправлял эту рыбу в Сыктывкар на экспертизу. Сказали, здесь вся таблица Менделеева. В этой рыбе очень много разных микроэлементов. В советское время в селе был колхоз, школа, пилорама. В лихие 90-е все изменилось. Сегодня на жизнь макарыбские зарабатывают кто как умеет. Дома строят, лыжи и лодки на продажу мастерят. Кстати, макарыбские лодки пользуются спросом не только у местных жителей, но расходятся по всей республике. Петр Политов с сыном Николаем мастерят лодку. Самое сложное сегодня, по словам Политовых, найти и доставить материалы для лодки. Они на это потратили целый год. Лесхозовщик это только делянка. Делянка чистая. Материалы щурку тесняйда выделяет. В лесхозе дают делянку. Но не всегда на этой делянке есть те деревья, которые понадобятся для строительства лодки. Иногда из 100 деревьев годятся только 10. Некоторые элементы лодки нужно делать из кривых деревьев, а они в основном около берегов рек растут. Лодки в Макарыбе мастерят издавна. Здесь это традиционное ремесло. Да и лодка, пожалуй, здесь есть у каждого рыбака, а может и не одна. По местной реке лучше всего плыть на деревянной лодке-плоскодонке. Ведь летом речка сильно мелеет, на перекатах приходится тащить лодку на себе. Железную лодку волочить сложнее, тяжелая. По словам Петра Николаевича, лодку здесь может сделать каждый. Секреты изготовления мастерами передаются из поколения в поколение. Если сверху случилось, вроде сверху кажется бу. Материал должен быть особенный. Деревья должны быть отборные, доски белые, вот такие. Если будут красные полосы, лодка недолго прослужит, быстро гнить начнет. Ну а остальные секреты ни один мастер вам не расскажет. Они у каждого свои. Здесь красота, речка рядом. На пенсию выйдем, корову купим, молоко будет, сметана. Сейчас держать никто ничего не хочет. Все привыкли из магазина покупать. Рыба, вон мизень рядом, все в магазине покупаем. Сейчас
На все запреты, 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 запреты. Ловить никакой рыбы почти нельзя. На то запрещено, на другое запрещено. Несколько лет назад Макарыб прославился на всю Россию. На центральных каналах прошел сюжет о том, что в Макарыбе отреставрировали церковь. И теперь здесь никто не пьет, ремеслом занимаются. Мы тоже ни одного пьяного на улицах не встретили. Но, по словам местных жителей, здесь особо пьющих никогда и не было. А вот знатными мастерами эта деревня всегда славилась. Мы отправляемся дальше. Дорога то ныряет в лесную ложбинку, то карабкается на высокий косогор. За каждым поворотом открываются пейзажи, один красивее другого. Мы отправляемся в другие села Удары, ведь они тоже полны тайн и загадок.